Продолжаем эфир телеканала новостями к этому часу. В студии Василий Раченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Роспотребнадзор изъял 200 литров антисептика, который привел к смерти 7 человек в Якутии. Мирный стал ковидным центром западной части региона. Что изменилось в работе врачей? Справляются ли медики? Мальчик из Кабяя на камеру попросил помочь маме справиться с тяжелым недугом. Видео разошлось в социальных сетях. На призыв уже откликнулись автолюбители. После отравления якутян антисептиком в регионе проверяют торговые объекты. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Ведомством установлена его реализация в 2 районах республики. Общим объемом более 200 литров. Продукция снята с реализации, говорится в сообщении. Информация уже направлена в правоохранительные органы. Также отмечается, что средство было произведено в Свердловской области. По результатам химического анализа установлено содержание в средстве 69% метанола. На территории республики за прошедшие сутки зарегистрированы 218 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 49 носителей. Такова информация регионального оперативного штаба. Так, в Якутске зарегистрированы 119 случаев, в Вилюйском районе 11, в Алданском, Сунтарском и Усть-Майском по 6, в Верхневилюйском, Горном и Нюрбинском по 5. Остальные районы от 1 до 4 заболевших. За сутки в Якутии от коронавируса скончался 1 человек. Рост заболеваемости фиксируют в Тампонском районе. За пару дней выявили 9 случаев коронавируса. Почти все жители райцентра по внутрисемейным контактам. По решению оперативного штаба инфекционное ковидное отделение из села Теплый Ключ переведено в инфекционный блок больничного комплекса поселка Хандыга. Теперь врачебная лаборатория в селе Теплый Ключ находится в резерве. Среди пациентов есть и дети. 1 ребенок выявлен в Хандыговском детсаде «Солнышко». Также COVID-19 обнаружен у сотрудников дошкольных учреждений. Группы в детских садах «Колокольчик» райцентра и «Кэскил ЧН» Сосыльского наслега закрылись на 10 дней. По каждому выявленному случаю в образовательных организациях управлением образования проводится служебное расследование. В стационаре находится 18 человек, из них 2 поступили вчера вечером. 1 человек находится в тяжелом состоянии в палате интенсивной терапии. На амбулаторном лечении у нас находится 13 человек, из них 3 детей. За вчерашний день выявлено 8 человек, инфицированных новой коронавирусной инфекцией. Контактных лиц всего 65 человек. Глава Якутии в своем инстаграм-аккаунте сообщил о выделении 6,5 миллиардов рублей из федерального бюджета на развитие отрасли здравоохранения республики в 2021-2023 годах. Арсений Николаев назвал такой объем финансирования беспрецедентным. По информации в сообщении, на эти средства в 2021 году будут построены фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории в селах, начнется строительство районных больниц. Также деньги будут направлены на капитальный ремонт поликлиник, в том числе Центральной районной больницы Мирнинского района. Между тем, Мирный стал ковидным центром Западной Якутии. Такое решение было принято для того, чтобы оказывать квалифицированную помощь районным больницам Западной Якутии, где зачастую не хватает врачей и медицинского оборудования. Что изменилось в работе мирнинских врачей и справляются ли медики, узнала Ивана Филиппова. В конце октября Мирнинский стационар был перепрофилирован в республиканский ковидный центр по Западной Якутии. А это значит, что здесь будут проходить лечение не только жители Алмазного региона, но и пациенты из Анабарского, Оленёкского, Ленского и Вилюйской группы улусов. Ежедневно санрейсом сюда доставляют тяжело больных пациентов с подтвержденным COVID-19. Среди них и вахтовики Чаиндинского, Талаканского месторождений. Юрий Тремаскин, работник Сургутнефтегаза, поступил с прогрессирующей одышкой. Мужчина до последнего не верил, что коронавирус существует. Когда заболел, сначала тоже не верил. Думал, просто пневмония туда-сюда пройдет. А когда уже осложнения пошли такие, что стало тяжело дышать, тогда я понял, что это все-таки ковид. 2 недели, проведенные в реанимации, 73-летняя Мария Яковлева помнит смутно. Ее доставили из Нюрбы в тяжелом состоянии. Свое выздоровление женщина называет чудом. При поступлении поражение легких было 65%, сейчас 25%. Чувствую себя хорошо.
Ковидный центр рассчитан на 160 коек. Количество мест увеличили в 3 раза. Под одной крышей расположены ковидное провизорное отделение, работает кабинет компьютерной томографии. Рядом отделение интенсивной терапии. Основная нагрузка ложится на провизорное отделение. Сюда поступают пациенты с пневмонией легкой и средней тяжести. Почти половину переводят в ковидное отделение с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В день до 10 человек в наше отделение поступают с диагнозом пневмония. В стационаре работают врачи разного профиля. Хирурги, терапевты, эндокринолог, дерматолог. Все они прошли специальное обучение. Нужно пройти специализацию 36-часовую, и уже можно работать в госпитале. Скажем так, сложного особо ничего нет, практика есть. Общаетесь с семьей или где-то живете отдельно? Я живу отдельно. То есть семья моя живет отдельно, я живу отдельно. А как вы общаетесь с семьей? Когда последний раз видели? Семью свою последний раз видел в конце октября. На одного специалиста приходится примерно 25 больных. Каждого пациента врачи помнят поименно. Делают все возможное, чтобы спасти их от коварной болезни. Они же как свои становятся. Они тут некоторые по месяцу лежат. Да, по ночам, бывает, рыдаю. К сожалению, спасти удается не всех. Ковид не щадит ни стариков, ни молодых. Многие пациенты обращаются слишком поздно. А ведь болезнь можно победить, говорят реаниматологи. До 95% поражения они находятся дома, понимаете? Это же вообще, это же надо так вот находиться дома, чтобы потом задыхаться. Иногда мы делаем сердечно-легочную реанимацию прямо в кабинете КТ. Вот до такой степени они доводят себя. С открытием ковидного центра работы меньше не стало, говорят медики. По республике количество заразившихся коронавирусом растет. Чтобы не попадать сюда, врачи просят соблюдать простые правила. Носить маску и соблюдать дистанцию. Иванна Филиппова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Жители Амгинского района организуют благотворительные акции для центральной больницы. На днях молодежь коллектива организовала челлендж «Домашний уют» для коллег, трудящихся в красной зоне. Им приготовили домашнюю еду, выпечку, также отправили консервы и замороженные продукты питания. Челлендж поддержали и местные жители района, они тоже направили свои посылки. Кроме того, на днях выпускники школ Амгинского района оказали материальную помощь в виде кислородного концентратора на сумму 72 тысячи рублей, а выпускники Битюнской школы подарили анализаторы для определения сахара в крови. Инициативу начали продвигать наша молодежь больницы. И вот, собрав финансовые средства и закупив продукты питания, они сделали выпечку для работников красной зоны и работников, которые в ковидном отделении работают. Чтобы не чувствовали, что они работают, и как домашние условия они предоставили вот такие продукты питания. Мы очень благодарны населению Амгинского района и вот выпускникам, которые оказывают нам посильную помощь в такие тяжелые времена. В семью Поповых из Кобяя пришла беда. Многодетной маме Лидии Поповой в 2019-м врачи поставили страшный диагноз. Сейчас ей требуется срочная трансплантация печени, так как стоимость операции 4 миллиона рублей является неподъемной суммой для семьи. Старший сын Лидии, Алексей, попросил помощи через социальные сети. Семиклассник опубликовал видео у себя в Инстаграме. Я очень люблю свою маму. Она растит нас одна. Маме нужна операция, но она платная. Я вынужден просить у всех вас, кто меня видит и слышит, пожалуйста, помогите нам. Я очень хочу, чтобы моя мама жила. На просьбу о помощи откликнулись многие якутяне, в том числе участники автоклуба Toyota Hilux Surf. На сегодняшний день участие в благотворительной акции приняли более 100 автовладельцев и была собрана сумма около 80 тысяч рублей. Материальная помощь будет передана Лидии Поповой 23 ноября, в день ее рождения. К другим новостям. Сроки охоты будут изменены в Якутии в соответствии с новыми правилами, которые вступают в силу в России с начала следующего года. В республике должны быть определены виды разрешенной охоты и ее параметры в соответствующих
охотничьих угодьях. Если проект будет подписан, регион ждет много изменений. Например, новыми правилами будет разрешена охота петлями на зайца, беляка, боровую дичь и на волка в целях регулирования его численности. В связи с этим в проекте нормативно-правового акта предусмотрены виды петель в районы республики, где может применяться такая охота. Кроме этого, предлагается изменение по срокам охоты на лося, дикого северного оленя, бурого медведя, волка, андатру, пернатую дичь, а также селезней, уток с использованием подсадных манков. Срок дали до конца ноября. Сейчас наши предложения были разосланы как раз по районам, где должны как раз и это местные жители одобрить или не одобрить этот день, принять или не принять это. И все, в начале декабря уже все подписано, и это пойдет в Москву как предложение. В честь Всемирного дня ребенка Нерюнгринское газовое управление совместно с отделом ГИБДД провели конкурс детского рисунка и поделки. Тема – безопасность детей на дороге. С творчеством ребят познакомилась Екатерина Павлова. Это и эта машина ждут, а эти проходят. Могу даже сделать такую имитацию, что они едут. Просто поставить зубочистки на колесики и... Более 50 работ представили на конкурс дети сотрудников Нерюнгринского линейно-производственного управления магистральных газопроводов и воспитанники подшефных учреждений детского сада «Незабудка» и социально-реабилитационного центра «Тускул». Юные участники конкурса показали знания правил дорожного движения и свои творческие способности. Это поделки из пластилина, цветной бумаги, картона, ниток, пластика и рисунки. Мне мама помогала, а я рисовал сам. Я даже сам переходил через дорогу. То сначала надо смотреть налево, а потом направо. Такие конкурсы помогают детям закрепить свои знания о правилах безопасности. Сотрудники ГИБДД через пропаганду и рейдовые мероприятия особое внимание уделяют использованию детских удерживающих устройств, соблюдению правил перехода через дорогу и ношению светоотражателей, так как в зимний период очень короткий световой день и видимость ухудшают погодные условия. Полицейские призывают детей и их родителей быть дисциплинированными и ответственными гражданами. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. И на этом пока вся информация. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.